Под звуки российского гимна начинает свою работу первый в России саммит молодых парламентариев, участники из 13 стран мира. Они говорят на разных языках, отличается цвет кожи и религиозное убеждение, но в одном они все едины. Молодые и амбициозные, с огромным желанием пригодиться родной стране. От инициативы каждого из вас и вашей ответственности и гражданской позиции во многом зависит формирование правовой культуры, укрепление дружбы и взаимопонимания народов, государств, участников Содружества. Поддержание интеграционных процессов, происходящих в нашей стране. Уверен, что саммит подарит всем его участникам интересное и полезное общение, даст возможность обрести новых друзей и единомышленников. Желаю вам всем успешной работы, новых идей и конструктивных решений. Такие площадки создаются именно для этого, чтобы здесь зародилось то зерно, которое завтра взрастит большое дерево дружбы, так скажем. Делегации из Македонии, Франции, Сальвадора, Монако и Испании. Все эти парламентарии каждой в своей стране занимаются продвижением идей и реализацией проектов, многие из которых уже успешно работают. И моя работа заключается в том, что привести новые идеи, новые знания для своих молодежи, чтобы они учитывали, как это все происходит и как развиваться в дальнейшем, если ситуация какая-то возникнет. Россия очень большая, и Россия очень такая дружная страна. Регион изнемогли к росту терроризма. Исламские государства взяли под контроль огромные территории, и как ему удалось. Пожалуй, больше всех на саммите ждали участников из Сирийской республики. Из-за сложного военного положения ребята до последнего не были уверены в том, что приедут. Сначала хочу поблагодарить вас за гостеприимство. Это данный саммит был возможностью рассказать о нашей ситуации в Сирии, состоянии народа. И мы очень благодарны, хотел поблагодарить вас, Россию, за показанную поддержку. К Ингушетии у ребят особое братское отношение. Они безмерно благодарны России, которая не осталась в стороне в их беде. Наша республика много раз оказывала сирийскому народу гуманитарную помощь в виде продуктов первой необходимости. Организатором молодежного саммита выступила наша республика. Цель одна – знакомство всех участников и обмен лучших парламентских практик. Вообще в России они проводятся впервые. Насколько мы знаем, парламентаризм, именно молодежный, как таковой, это слишком молодой орган. И органом власти его, в принципе, не назовешь. В общем саммите участвуют около 80 человек. Это представители субъектов Российской Федерации, то есть представители молодежных парламентов субъектов Российской Федерации, по одному, по два от каждого региона. Еще два у нас насыщенных дня, в котором образовательная программа, встреча участников саммита с уже профессиональными политиками и вип-гостями. Программа саммита разделена на две части. Помимо теоретической планируется и знакомство с красотами Ингушского края. Программа саммита очень обширная. Сегодня здесь будут проходить мастер-классы, обмен опытом. Ну а тем временем участники первого молодежного саммита парламентариев хотят запечатлеть каждый момент. Ирина Сычева, Рамзан Миржоев, Новости 24.